На Мань-Пупунёр можно добраться несколькими способами. Самый простой, самый очевидный – это полететь на вертолете. Площадка находится у нас в Пермском крае, это поселок Ныроб. Также можно сюда дойти пешком, но это более долгий, более сложный и менее доступный в нашем случае вариант. Весь этот поход займет как минимум 2 недели. Зимой можно добраться на снегоходах, но это не совсем удобно и в последнее время вроде как не совсем законно. Единственный туроператор, кто сюда летает, это Северный Урал. Только они осуществляют перелеты, поэтому если вы хотите попасть на Мань-Пупунёр так же, как и мы, вам нужно зайти на их сайт и уже написав им, согласовать дату вашего перелета. Сюда мечтают попасть многие известные путешественники. Например, с нами здесь Сергей Доля. Сергей, это ваша первая попытка попасть на Мань-Пупунёр? Третья даже, на самом деле. Третья? 2,5. Я уже один раз пытался попасть из Ухты, тоже мы 2 дня просидели, ждали погоды, но вертолета так и не было. И один раз пытался доехать зимой через перевал Дятлова, но тоже была уже жуткая погода, снег был мокрый, не доехали. Так что я настойчивый. Я думаю, что Мань-Пупунёр любит настойчивых, и нам сегодня обязательно повезет. Да. Очень безумно рад, что сюда попал. На самом деле я мечтал сюда попасть, наверное, года 4. И вот оно случилось. Говорят, что сюда попадает не больше 1200 людей в году. Представьте вот эти столбы выветривания, сколько им лет. Когда ты начинаешь размышлять об этом, становится прям не по себе. Это круто. Если вы пойдете на Мань-Пупунёр пешком через перевал Дятлова, это идти примерно 6-7 дней, 90 километров. Каждые 15 километров сейчас устанавливают мобильные домики. В каждом домике есть абсолютно все необходимое. И что самое интересное, это все бесплатно. Каждый дом вмещает 4 человека, но недавно в один домик спокойно, с комфортом, ну как, с легким комфортом влезло 10 человек. Там есть все необходимое для того, чтобы приготовить себе пищу. То есть там есть печка, есть дрова, есть аптечка, есть какие-то кухонные приборы. И попадая туда тот, кто первым успел, тот там и будет проживать. Устанавливают их, что любопытно, даже не сам национальный парк, а как раз туристическая компания Северный Урал, туроператор. Они их ставят за свой счет. Я думаю, что в этом плане они молодцы. Люди в крае оказались очень гостеприимными, да, и более того, нас даже узнавали после сюжета на вашем местном телеканале. К нам подъезжали люди на мотоциклах, знакомились в Ныробе. Да, бабушка какая-то с нами сфотографировалась. Ну и в целом нас как-то встречали очень позитивно, и, видимо, даже те, кто не смотрели сюжет, говорили: ребят, расскажите про наш край. У людей, у всех было очень патриотичное состояние, и они, видимо, сами хотят показать, что их край крутой, и поэтому, видя нас, они, естественно, говорят: ребят, ну вот, покажите вы, как у нас круто, и оказалось, что действительно здорово. Видимо, потребность все-таки показать что-то есть у всех. Да. В общем, мне очень нравится фильм «Географ Глобус пропил». Я даже потом после фильма прочитал книгу, и мне дико понравилась природа. И, в общем-то, нас повозили по всем этим местам из фильма. Это оказалось так же впечатляюще, как даже и на сплавили. Да, мы даже сплавлялись, как в фильме «Географ Глобус пропил». И вообще природа Перми, она действительно уникальная, интересная. Вообще Классный край, да. классный край. Мои
самые любимые места в Пермском крае. Это озеро Глубокое и озеро Голубое под Александровском. Это Хохловка, это Вакутин камень, камень Ермак, Кунгурская ледяная пещера, Белогорский монастырь. Это также Усвинские столбы и Каменный город. Здесь два озера. Одно из них называется Голубое. Но что самое забавное, есть еще озеро Глубокое, и оно намного по цвету более насыщено голубым цветом, чем голубое. Это искусственные карьеры, которые сейчас затоплены водой. Для многих жителей городов, которые находятся здесь недалеко, таких как Александровск, Губаха, Кизел, это место является таким своеобразным пляжем. Здесь очень много людей в выходные. Большинство моих поездок все-таки направлены на зарубеж. По России я путешествую очень редко. Я крайне удивлен поездкой. Я даже не подозревал, что в России есть столько красивых мест, необычных, разнообразных, которые я буду рекомендовать к посещению. Я считаю, что у Пермского края однозначно есть потенциал для развития туризма, чтобы люди целенаправленно приезжали в этот регион, потому что здесь очень красиво. Когда я увидел Усвинские столбы на рассвете, я подумал, это очень красивое место. Оно одновременно и напомнило мне финские просторы Лапландии, и одновременно с этим я видел в них что-то другое, свое. Люди на самом деле просто не знают. Очень много пермяков, даже вот мы, когда публиковали фотографии оттуда, спрашивали: ух ты, где это находится? Это вы сюда на вертолете летели? Но на самом деле нет, все гораздо проще. Ты просто садишься в машину, и через полдня ты уже там встречаешь закат, рассвет. Я искренне надеюсь, что это видео, а также наши фотографии в Инстаграме помогут нашему любимому Пермскому краю в привлечении туристов. У нас действительно есть что посмотреть, чем насладиться и вдохновиться в том числе. Приезжайте к нам, если вы будете в Перми, напишите мне в директ, оставьте комментарий здесь, внизу, и я обязательно вам постараюсь помочь. И, как сказал один знакомый наш случайный в Ныробе, увидев в нас туристов, главное – это уметь заметить.